Ассаламу алейкум, мира вам всем в душе вокруг себя. С вами опять я, Магомед Ялхаро. Нахожусь в городе-музее Хой, на северном склоне Макажойского ущелья Чеченской Республики. Внизу охранная башня, сделанная почти как игрушечная, а это реконструированные дома древнего поселения Хой, которое переводится с чеченского языка как охранять, сторожить. То есть, можно сказать, бывший пограничный город на границе с Дагестаном. Некоторые окна, конечно, не аутентичные, они новодел, таких окон не было. Видите, на этом домике справа, сейчас я увеличу, чтобы вы увидели. Видите, вот заложенное окно с разными петроглифами и солярными знаками справа и слева. Это аутентичное окно, а лево это новодел. Все эти петроглифы, все эти вырезы на домах имели тоже в язычестве охранный смысл. То есть над входом в дом, то есть вокруг двери с двух сторон и над аркой сверху тоже цельные арки делались, тоже были такие охранные символы. Конечно, город-музей выглядит не так, как в старину. Видите, вот там камни с желтизной выступившие, это мох на железе. То есть это как бы аутентичная стройка. А вот, в принципе, общий вид соблюден. Вот эти выступы в концах домов, вместо них на крыше, вместо них сеяли траву, чтобы вода не стекала по бокам. Вот видите, слева и справа уклон в мою сторону. Но на самом деле всегда уклон был на заднюю сторону, но здесь в связи с тем, что многоступенчатая история, уклон вперед. И здесь ставили желоба. Крыша крыша была земляная, такая экологичная. То есть сперва клали деревья, брусья, потом решетку из мелких ивовых прутьев, и на них насыпали землю. Земля, конечно, трескалась от солнца, и поэтому на каждой крыше находился вот такой каменный каток. Он, в принципе, везде тут лежит. И как только начинался дождь, хозяин дома забирался на крышу и раскатывал эту землю, чтобы трещины пропадали, и опять земля была плотной. То есть жили вот в таких экологических домах. Вот на западной стороне мы с вами видим террасное земледелие, там, где сеяли землю. Вот молодые люди арендовали домик и готовят себе обед и развлекаются. То есть такая услуга тут тоже есть. То есть можно приехать тут через хребет, тут хороший отель-казино, там поселиться и на одну ночь прийти сюда и почувствовать себя жителем средневекового города.